Добрый вечер. 16 марта, среда, 748-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Сегодня вторая годовщина незаконного референдума в Крыму. Организовали и провели этот так называемый референдум за 10 дней, нарушив нормы и процедуры украинского и международного законодательства. С начала марта 2014-го российские военные взяли под свой контроль все административные здания и окружили военные части. По закону вопрос изменения территории страны решается исключительно на всеукраинском референдуме, а все вопросы по организации и процедуре выборов и референдумов определяются только Конституцией Украины. На крымский референдум вынесли два вопроса: за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации и за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. По данным оккупационных властей, якобы по Крыму проголосовало почти 97% участников голосования. В Севастополе почти 96%. По данным Меджлиса, 99% крымских татар не принимали участие в референдуме. Меньше 1000 представителей крымско-татарского народа все же проголосовали, сообщают в местных Меджлисах. Во время самого референдума на участках не было ни одного легитимного наблюдателя. Крымские татары сегодня игнорируют этот референдум, то есть этот цирк, на самом деле цирк. Активности практически незаметно. И, в общем-то, как мы и говорили, что их больше интересует сам процесс, а результаты были задолго до референдума уже прописаны. Несмотря на то, что кое-где сегодня анонсировалось, что крымские татары активно голосуют, можно сказать, что это полная ложь. Вы не пускаете меня на избирательный участок. Открытый участок. Вам, девушка, сказали. Здравствуйте. Вот Здравствуйте. Здравствуйте. Телеканал АТР. Слышишь, да? Аккредитация у вас где? Смотри, у них тут висит как бы пресс вообще крымский референдум, фамилия, телеканал и подписано Малышевым. Да. Все, кепка, девочка, у вас должна еще быть. Белого цвета. Сказал, что им не выдавали. 1355 по спискам, по дополнительным спискам 1580. То есть только пропущено было, да, человек? Да. Мертвые души, у нас их уже выявлены были заранее. Очень много, где-то около 70 человек. Наблюдатели. Сейчас я вам скажу, какие наблюдатели. У меня он зарегистрирован наблюдатель. Климова Татьяна Андреевна. Автономная Республика Крым. А какую организацию представляет? А там в удостоверении не написано. Мы не смогли прочитать, там очень размыто написано. Жор, можно тебя на секундочку? Ты мне скажи, крымские наблюдатели у нас кто там? Не было? Нет в зале. Наблюдатели от прессы есть, в Турции были сегодня. Вот АТР, потом наблюдатели местных компаний было двое там записаны, все записывается в журнал, естественно, регистрация. Приехали специально с Москвы? Да. Для чего? Для того, чтобы поддержать волеизъявление. Каким образом поддерживать? Спокойствием. И своим присутствием? Присутствием. Мы охраняем общественность. А оружие откуда у самообороны? Откуда? Это мое личное. Показать документы? Молчаливая акция. В Киеве на Софиевской площади почтили память первой жертвы российской агрессии в Крыму, Ришата Аметова. В акции приняли участие несколько десятков человек. Подробнее в сюжете. В руках картонные фигуры людей. На них имена крымчан, выступавших против аннексии Крыма. Без речей и лозунгов, лишь тишина. Так активисты почтили память первой жертвы оккупационной власти Ришата Аметова. Ришат Аметов стал символом борьбы Крыма, одним из символов борьбы Крыма за то, чтобы быть в составе Украины. То, что сделали с ним, сегодня пытаются делать с каждым из нас, с крымчанами, с украинцами. Поэтому мы не должны забывать о том, что произошло. Мы не должны забывать, что аннексия Крыма не была бескровной, что она на самом деле у нее были жертвы. После аннексии все, что связано с крымскими татарами, стало символизировать дом. Поэтому для меня это очень еще и эмоциональная вот такая вещь. Флаг крымских татар, я уверена, что Крым будет Крымско-татарской республикой, и так должно быть.
2 года назад Ришат вышел на одиночный пикет в знак протеста против оккупации полуострова России. Так называемая самооборона увезла его в неизвестном направлении. Позже его нашли мертвым со следами пыток. Виновные в его смерти ходят на свободе, рассказывает друг семьи Ліране Хайбулаєва. Знайдені люди, які забирали з центральної площі Ришата Аметова у машину. Відоме їх ім'я, прізвища, але вони по слідству проходять як просто учасники. Сказать, что их преследуют, нет, конечно, такого нет. Есть подозрение, что их прослушают, потому что необычно как-то себя ведет мобильный телефон Зарины. Иногда какая-то непонятная машина появляется в нашем районе. Ришату Аметову было 39. У него в Крыму остались вдова и 3 малолетних детей. Протест перед оккупационным советом министром стал последним в его жизни. Он доказал, что и один в поле может быть воином. Поки буде жив хоча б один кримський татарин, тема Криму не зникне з інформаційного простору ні України, ні міру. На жаль, не так багато робиться ні українською владою, ні міжнародним суспільством для того, щоб Крим був визволений якнайшвидше. Насамперед я хочу подякувати народові України. Сьогодні хедлайнер того, що сьогодні називається визволенням Криму. Ришат Аметов був борцем, він боровся за справедливість і він вийшов тоді на одиночний пікет і зміг, на жаль, таким шляхом, своєю смертю, але довести, що це можна робити. Кожна людина на своєму місці, будь-то він живе на окупованому півострові, в Україні, в будь-якому іншому куточку світу, може щось робити для Криму. За период аннексии в оккупированном Крыму, по информации Крымсоц, 7 человек были найдены мертвыми и 13 пропали без вести. Эльвина Седулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Санкции США, связанные с Крымом, будут сохранены до тех пор, пока будет продолжаться оккупация. Государственный департамент США опубликовал официальное заявление для СМИ. Документ посвятили 2-й годовщине оккупации Крымского полуострова России. Сообщение было размещено на официальном сайте Госдепартамента США. В нем аннексию Крыма называют нарушением международного права. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией в аннексированном России Крыму, где оккупационные авторитеты стараются подавить любое инакомыслие и где этнические и религиозные меньшинства, в особенности крымские татары и этнические украинцы, подвергаются репрессиям, где неправительственные организации и независимые средства массовой информации по-прежнему вынуждены молчать или вытеснены, в то время как международные наблюдатели лишены доступа к полуострову. Мы не будем признавать силовых изменений государственных границ в 21 веке. Санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, как оккупация будет иметь место. Мы в который раз призываем Россию прекратить оккупацию и вернуть Крым в Украину. Европа вновь осудила оккупацию Крыма. На заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини рассказал о ключевых принципах в отношениях между Россией и ЕС. Министры ЕС признали необходимость выборочного взаимодействия с Россией в вопросах внешней политики, таких как конфликт в Сирии или противодействие терроризму. В эти дни, 2 года назад, Крым был аннексирован, и мы в очередной раз выражаем нашу общую, твердую позицию по непризнанию этой аннексии. В деле Хизбут-Тахрир нет доказательств, утверждает координатор организации Евромайдан СОС Александра Матвейчук. Она рассказала о преследовании крымских мусульман со стороны российских силовиков в Крыму. Ми за релігійними мотивами в ув'язненні опинилися саме кримські татари. Всім цим людям інкриміновано участь в організації Хізбут-Тахрір, попри те, що інформація дуже мало, рідні бояться говорити і розповідати деталі, справа сама засекречена. І власне, що ж насправді інкримінується, що складає в основі людям звинувачень, за якими вони можуть бути позбавлені волі від 5 до 20 років аж до пожиттєвого ув'язнення, ми збираємо цю інформацію, як то кажуть, по краплинкам.
Важливо ще відзначити, що за інформацією від адвокатів, насправді в кримінальних справах немає жодних доказів причетності ув'язнених людей до діяльності організації Хізбут Тахрір. Декілька днів назад ми провели разом з організацією Євромайдан СОС і Центром громадянських свобод, провели брифінг для іноземних дипломатів, якраз присвячені в'язням в Криму, де по кожній справі пройшлися детально. Там якраз був дуже блок цілий присвячений якраз цим громадянам, цій справі і новому тренду в діях окупаційних властей. Це саме атака на так званий мусульманський тероризм, на мусульманських екстремістів. Заключенного в России Александра Кольченко в колонии Копейск Челябинской области поставили на профилактический учет как личность, склонную к распространению экстремистской идеологии, передает Грамматика ТВ. Если в течение 3 месяцев осужденный не проявит себя как склонный к экстремизму и терроризму, то профучет снимается, пояснил представитель колонии. Я попросил сотрудников объяснить мне, что такое экстремизм, но там зачитывали отрывки из книжки, но мне так, по сути, толком не объяснили, что такое экстремизм. А из какой книжки? Там уголовный кодекс. И вчера еще ознакомили с устным выговором за то, что в ШИЗО был без нагрудного знака. 2 года оккупации Крыма обернулись триллионными убытками Украины. Эксперты Центра независимых политических исследований систематизировали их в аналитическом издании «Крым. Аннексированная собственность». Эти данные станут доказательством в международных судах по возмещению убытков, которые инициировала Украина. Из-за аннексии полуострова страна потеряла 27 госпредприятий, 42 тысячи объектов недвижимости, 5 портов, сотни памятников архитектуры. Эксперты оценивают ущерб в 2,5 триллиона гривен. Подробный анализ потерь подготовил Украинский центр независимых политических исследований. Издание «Крым. Аннексированная собственность» представили сегодня журналистам. В книзі в виданні більш детально описано ще і про спадщину, пов'язану, наприклад, з архівами, з функціонуванням культурних закладів, це кримські театри в тому числі. І фактично сьогодні ми бачимо беззастережний вплив Російської Федерації на ці процеси. Технология экспроприации украинского имущества была разделена на 3 этапа. Первый – национализация государственной собственности. Второй – выкуп, зачастую принудительной, собственности украинских финансовых групп. И третий этап, стартовавший уже в марте этого года – приватизация ранее национализированных украинских предприятий. Отъем имущества проходил за рамками даже российского законодательства. У российской администрации Крыма был один аргумент – это наше моральное право. Те действия, которые на сегодняшний день оккупанты осуществляют в отношении собственности государственной, частной, коллективной, профсоюзной, кооперативной и так далее в Крыму, является наглядным примером, чего можно мировому сообществу ждать от так называемого русского мира. Собранные в исследовании факты будут переданы в МИД Украины для того, чтобы у дипломатов была доказательная база в международных судах. Оце видання, яке називається «Крим. Анексована власність», це, по суті, є доказ того, що сьогодні Російська Федерація – це вор в законі. І дійсно кампанія, комунікаційна кампанія, яка може відбутися завдяки вам, вона формуватиме такі собі сигнали, меседж, що бути другом вора в законі не є зручно, або підтримувати зв'язки з Російською Федерацією, яка сьогодні здійснює злочинну діяльність по відношенню до України. Це так само має мати соціальний бан або заборону на такі зв'язки. Эксперты отмечают, Украина не очень активно инициирует международные разбирательства и оценивает ущерб значительно меньше, всего в 1 триллион гривен. Иск Кабмина в Европейский суд по правам человека не учитывает упущенную выгоду, стоимость полезных ископаемых и морского шельфа. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Маленькой крымской татарке необходима помощь. Зейнеп Каримовой из Бахчисарая, которой ампутировали руку, нужны доноры 3-й положительной группы крови и финансовая поддержка. Она проходит лечение в Институте онкологии в Киеве. В украинской столице у семьи нет знакомых. Впереди у Зейнеп еще 6 курсов химиотерапии, поэтому доноры и поддержка в незнакомом городе просто необходимы.
Мы узнали это в мае. Ребенок в школе в игры играли и упал, и ударился этим плечом левым. Мы обратились к травматологу, снимок сделали, сказали, что просто ушиб и все пройдет. Через месяц мы переделали снимок, сказали, что был перелом и он зажил. Когда уже обратились в область, там уже нам травматолог детский сказал, что это у ребенка онко. Моя мечта вернуться в Крым и там учиться, с друзьями быть, с Биташкой, с Харбабашкой, со всеми быть там. Это самая моя большая мечта. Здесь специалисты хорошие, и нам, если в Крыму сказали, что ампутируем руку, здесь нам пообещали протезирование, что сохраним ручку ребенку, но, к сожалению, не получилось это сделать. То, что она без ручки, это ничего страшного. Люди выживают, живут и без рук, и бывают счастливее, чем даже те, которые с руками и ногами. Мне тоже ручка болит, да? А как вообще врачи относятся? Таврический национальный университет, который после аннексии переехал в Киев, в этом году организует в Херсонской области центры для крымских выпускников, которые хотят учиться в этом вузе. Ректор Владимир Казарин обещает, максимум за неделю крымчане смогут сдать экзамены и сразу узнать, стали ли они студентами университета. Объясняет, университет принял такое решение на свое усмотрение, потому что за 2 года аннексии Министерство образования Украины вопрос сдачи экзаменов и поступления в вузы Украины крымских школьников так и не решило. В этом году министерство еще больше усложнило процедуру крымчанам. На контакт с экспертами и активистами ни министр образования, ни его заместители не идут. Мы тоже предлагали внести некоторые изменения, которые бы облегчили бы ситуацию для оккупированных территорий. Они тоже не были рассмотрены. Министерство образования организовала такую огромную активную деятельность. И вот эта деятельность, она, знаете, она хуже, чем если бы они вообще ничего не делали. Потому что они, мягко говоря, вводят в заблуждение, а если сказать честно, они просто врут. Мы будем действовать строго по букве закона. Букве закона говорит, ДПА отменяется в регионах, где есть вот эта ситуация, надзвычайная ситуация, этого лыха стихийного. Все, у нас это есть. Любой прокурор, который к нам придет, ради бога, пусть он возбуждает дело, еще что-то, мы говорим, мы этих детей готовим к поступлению в наш университет, как минимум в наш, и мы, кстати, другие переведенные вузы из Донецка и Луганска, они готовы к нам присоединиться в этой демонстрации, что они отказываются следовать вот этим абсолютно надуманным нормам. На этом пока все. После «Заман» смотрите «Крымский вопрос». В гостях у Айдера Муждабаева адвокат Надежды Савченко и Ахтема Чайгоза Николай Полозов. Оставайтесь с нами.